Пурлумстапы, добрый день! Рады приветствовать вас в Национальной библиотеке Республики Коми и поздравить всех ученых и исследователей с Днем российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля. В этот день, в 1724 году, указом Петра I была основана Академия наук в Петербурге, первое высшее научное учреждение Российской империи. Поэтому в этом году мы отмечаем 300-летие российской науки. Сегодня, в канун праздника, мы презентуем научное издание о народных играх Коми, подготовленное фольклористом, кандидатом филологических наук Алексеем Николаевичем Рассыхаевым. Издание осуществлено при финансовой поддержке Министерства национальной политики Республики Коми. Слово для приветствия предоставляется министру Роману Вениаминовичу Носкову. Сегодня не просто преддверие праздника российской науки, но еще и преддверие юбилея российской науки. 25 лет исполнится этому празднику. В 1999 году он был учрежден в нашей стране. И я с большим удовольствием поздравляю всех ученых, исследователей, всех тех, кто посвящает свою жизнь такому нелегкому труду. Но есть еще и еще один праздник. Я бы его объединил с сегодняшним мероприятием. Это праздник, вернее, это не праздник, это год. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил 2024 год годом семьи. Я не случайно говорю об этом, потому что, мне кажется, как раз в сегодняшней презентации объединились и научные исследования, да, и непосредственно обращение к семье, к самому, на мой взгляд, важному и самому нужному, сегодня самой нужной ячейкой общества, как раньше говорили. Потому что как раз в семье когда рождается маленький человек, он делает свои первые шаги и получает свои первые знания. Я с большим удовольствием поздравляю всех с выпуском этой книги. Книга, я читал отзывы, когда она вышла, и по этим отзывам понятно, насколько востребована она. Поэтому книга уникальная, и мне очень приятно, что мы, как Министерство национальной политики, имели возможность немножко поучаствовать в этом. Это не единственный проект наш с Институтом языка и литературы. Мы ежегодно реализуем проекты. В прошлом году это была книга о Спиридонове, еще год назад это была книга о Морозове, и в этом году, году юбилейный для Ивана Павловича Морозова, тоже 100 лет в этом году исполняется, тоже мы планируем такие совместные проекты реализовать. Ну и, пользуясь случаем, хочу еще Том Янбиамортлы, Тащанчетны, Министерство национальной политики, диплом за участие в республиканском конкурсе фестиваля чтецов Том Войбу Коджев вручается Рассыхаеву Алексею Николаевичу. Снимайтесь, да. Еще раз. Отпьюджин Алексей Николаевич, на чем колана книга, а счастливы ужим да буршутовес. Спасибо большое за поздравление, за диплом. Хочу поблагодарить вас и Министерство национальной политики Республики Коми за то, что нашло финансы на издание этой книги. Я думаю, что если бы не эти деньги, дополнительного тиража было бы намного меньше. Вот. Ну и книжка бы, конечно, потеряла многое. Вот. И благодаря тому, что министерство выделило эти деньги, книга имеет вот совершенно другой вид. Именно твердую обложку, какая, наверное, должна быть в наше время. Спасибо большое. Спасибо, Алексей Николаевич. Роман Владимирович.
А мы приглашаем на сцену доктора филологических наук, заведующего отделом языка, литературы и фольклора Института языка, литературы и истории Коми научного центра Евгения Александровича Цепанова. Kızışyaz, göçtiyaz, talonzem niмкать лун, немалан небо, а сейчас петантуйся, то есть там уна очёж, Алексей Николаевич, чукартис, будла ветладлис, стался даже кылалась и на стоман, коми мулосной ветладлис и мукодла, шамбойвила, чибра и бурмита небо господис. Та не было совсем, вот меня на каждом, вот мы меня семья, когда смеял Путин, мы возили Путин, да, та меня нас не было бергада борчелять дурия. Вот зачем метча шуда акация мортислан, метча качуас на бур каждый мяс, век мортислан челять дурия. Шуда мамбать как корголис да качуас на нывьяс зоньяс йортяскат борслис карта сайен или как юдорен или как бикурдорен. Вот и мечать там Good morning, та не был целый час, вечка нас был, качуас, осталось сюда челядливая. Вкратце, книга хорошая, книга полезная, она обращает нас не только лишь к семье, которую нам Путин, так сказать, навязал, но и также и в детские годы, когда человек был счастлив уже изначально, дело потому, что он был в окружении любящих и, так сказать, заботливых, самых близких людей. Там мы помала, пчела мала Алексея Николаевича, став фольклористца, меня фольклор кузятачен, говоришь, не богес питал на веча, шоча, а так, сейчас замечательно, путас меня республика буд, вежера, буд, велот черморт, та книга нас вагитчина, дед комаска, та бурса. Евгений Александрович, а мы приглашаем на сцену автора книги, это кандидат филологических наук, старший научный сотрудник сектора фольклора Института языка и литературы Алексей Николаевич Рассыхаев. Добрый вечер еще раз. Нам включат презентацию. Это начало презентации уже, да? Обычно, когда презентуют книги, самая главная часть остается в самом конце. И времени не хватает, не успеваем. Вот. И поэтому я лучше начну именно с той части, которая обычно в самом конце озвучиваю. Вот. Я начну с благодарности. Вот. С благодарностей, вот, например, на обложке книги дочка моя играет вечными косточками. Да? Вот. Спасибо ей, как фотомодели. Спасибо моей семье, с моей супруге особенно, вот, за то, что она, наверное, за то время, что она мне выделила, чтобы я подготовил эту книжку. Вот, конечно, тыл всегда нужен. Благодарность хотел высказать своим коллегам-фольклористам за то, что они основательно посмотрели эту книгу и высказали ряд хороших замечаний. Можно следующий слайд. Мария Аркадьевна Ключева, она, не знаю даже, как одним словом сказать, специалист в области народной игры, занимается типологией народных игр, работает в Мариэл, научно-исследовательском институте. Она была рецензентом данной книги и при подготовке работы работала и с рукописью, высказала очень хорошие, ценные на десяток страниц замечания. Вот, благодаря ей вот, книжка приобрела немножко другой вид и немножко другую структуру. Вот. И Вячеслав Алексеевич Поздеев, он мой научный руководитель, кандидатской диссертации и ответственный редактор данной книги. Вот. Им большое спасибо за то, что они именно сделали книгу таким, каким мы в данный момент видим. Конечно, главный вопрос, следующий слайд. Откуда материалы, как работал над книгой, что получилось.
каким-то ориентиром для меня были работы, опубликованные Юрием Герасимовичем Урочевым. Наверное, многие помните вот эту книжку «Детские старинные игры Коми детей». 1988 год. Книжка была, разошлась тиражом 25 тысяч экземпляров. Да? Мне до сих пор знакомые находят эти книжки и говорят: у тебя нет этой книжки, давай я тебе подарю. Десяток штук у меня накопилось. Вот кто-то выбрасывает, я накапливаю, а потом уже даю тем, которым нужна. Вот. Дмитрий Александрович Десанелис тоже работал в свое время над изучением Коми народных игр, опубликовал эту книжку «Скачаем ходку и качели». В свое время, когда я начал изучать игры, конечно, была эта книга настольной для меня. Вот. И наступил такой период, когда у меня начали выходить свои книжки. Вот. «Коми Ворса Мигаш». Такая научно-популярная книжка на коми-русском языке. Подготовили совместно с Людмилой Николаевной Камбаловой, она тоже у нас сегодня в зале. Вот. Я свою часть, которая касается народных игр, она подготовила ту часть работы, которая касается современных народных представлений, таких основанных на народных играх. После этого подготовил Чингит Кандагеч на коми-языке, там более 60 игр. И постоянно я накапливал эти материалы. И наконец, многие игры, о которых я рассказываю, они вошли в монографию «Детский фольклор Коми. Жанровый аспект». Вот. Ну, до этого еще небольшая такая брошюрка была, тоже для детей, подготовили совместно с Институтом развития образования. И специально брошюрка была предназначена для работников дошкольных учреждений. Конечно, вот эта книга, она создавалась не год, не два, не три. Материалы, они накапливались долгие годы. Первые материалы, которые я сам собрал, это 1995 год, когда я был студентом, учился в университете. Было фольклорное задание собрать материалы. Я тогда собрал свои, сам записывал свой репертуар, своих сокурсников. Таким образом, вот эти рукописные материалы были собраны, они сейчас хранятся в Сыктывкарском государственном университете. Потом была курсовая работа, дипломная работа, кандидатская диссертация, и приходилось постоянно работать в различных архивах. Прежде всего, это Сыктывкарский государственный университет, Коми-научный центр, фольклорный фонд Института языка, литературы и истории Коми-научного центра. Ну и потом постоянно у нас расширялась география, где можно было найти эти игры. Это Вологда, Киров, Национальный архив Республики Коми, Национальный музей Республики Коми, Санкт-Петербург и так далее. И все эти материалы, они представлены в данном сборнике, о котором мы сегодня говорим. Это научное издание, и в сборник вошли аутентичные тексты, то есть те тексты, которые зафиксированы непосредственно от информантов. Иногда их записывали диалектологи, и поэтому можно перелистнуть дальше, да? Еще два раза перелистнуть. Нет, вперед, не назад, а вперед. Вот. Иногда некоторые записи, они очень короткие, потому что их записывали лингвисты, у них были собственные цели. Вот, например. Можно дальше, да. Не назад, а вперед. Некоторые тексты, они очень маленькие. Например, лингвисты записывали, да, скажем, название игры Шегенборсом и название позиции лодыжки. Вот, очень, стоп. Очень короткие тексты. Очень короткие тексты такие. Вот. Они, возможно, неинтересны будут для тех, которые собираются освоить правила игры, да? Но они очень ценны для специалистов, тех, которые изучают коми-народные игры, изучают терминологию. И попытался собрать все эти крупицы
И все эти игры, аутентичные тексты из архива, они сгруппированы. Сгруппированы, во-первых, главным образом это возрастной принцип, да? Начинаем игры с маленьких детей и заканчиваем играми, которые были распространены среди молодежи. Ну, например, возьмем там игра «Шель», да? Вот. В основном она была распространена среди подростков, а там внутри уже игры распределены по локальному принципу. Скажем, игры записанные около Сыктывкара, вокруг Сыктывкара, при Сыктывкаре так называется, да? На Нижней Вычегде, Верхней Вычегде, Вишера, Летка, Сысола, Удара. Вся ижемская традиция, ижемцы у нас проживают не только в Республике Коми, но и за пределами. То есть материалы такие обширные. Конечно, по некоторым играм очень много материалов. Приходилось иногда просто отбирать наиболее ценные, важные, но были и единичные записи, такие записи, которые характерны только для одной микролокальной традиции. А в других играх, в других районах эти игры вообще не распространены. Сразу скажем, среди только ижемцев есть игра, называют уетче. Когда берут палку, зимой играют, да, готовят такую биту, замораживают, эту биту выкидывают на дальность. У кого дальше полетит эта бита. Вот. У других локальных традиций вот этой игры, например, нет. Вот. И таким образом представлены все эти игры. Есть аутентичные тексты на коми-языке, они переводятся с переводом на русский язык. Есть материалы только на русском языке. И попытался в этом сборнике прокомментировать некоторые игры, потому что есть там ошибки. Скажем, если игра была опубликована, да, или публикатор, собиратель неправильно понимает правила, неправильно пишет название игры. Вот эти моменты я попытался комментировать, и есть комментарии в подвале, в ссылках. Каждый текст имеет паспорт, указывается, где хранится этот текст, когда записывался, кем, от кого, ну и год рождения. И, соответственно, всю эту информацию потом можно найти в указателях. Может быть, несколько тоже страниц, где указатели начинаются. Есть несколько указателей, указатель исполнителей, указатель географический. Можно узнать, например, вот село Помоздино, да? Что написано в Помоздино и какие тексты вошли в этот сборник. Указатель собирателей. Есть ныне здравствующие исследователи, есть студенты, есть исследователи, которые записывали в середине XIX века, в начале XX века. Все это можно найти. Ну и самый такой важный момент – это указатель народных игр. Указатель народных игр, название игр. Именно в том виде, в каком мы зафиксировали их сами собиратели. Попытался ограничиться хронологией материалами, которые бытовали до 1980-х годов. Дальше начинается такой период, когда просто фиксируются игры с огромным постоянное название на русском языке, да, весь игровой материал, процесс проходит на русском языке, поэтому мы ограничили материал 1980 годом. И что еще нужно отметить, в этом сборнике есть иллюстрации. Следующий слайд. Есть иллюстрация самих собирателей, несколько иллюстраций из книг, вот, скажем, Васильевич Улыбкин, вот такую публикацию добавил в свой сборник Юрий Грязьевич Рочи, и тоже сопровождаются схемами. И следующий слайд, пожалуйста. Вот, например, Евгений Семенович Гуляев в 1962 году, вот такой вот сам нарисовал, да. Вот. Такие рисунки имеются. Их не так много, по крайней мере, они дают возможность понять, как располагаются
различные игровые предметы на игровом поле. Можно эту информацию подготовить. Книжка, она научная, как я уже говорил. Вот, за последние 1,5 месяца мне постоянно пишут, звонят, узнают. Да? Нам нужна книжка, мы пытаемся создать сценарий, мы хотим поиграть в игры. Вот. Ну, я им сразу говорю, что издание научное, поэтому вряд ли вы сможете там сориентироваться в этом материале. Но я думаю, что будет возможность на основе этих аутентичных текстов подготовить уже научно-популярную работу с описаниями игры, да, и то, что, например, мы сделали в свое время в этих изданиях «Cintifica Ligeç» и «Comiworsen Nagash Tворит Италию». Здесь 3 раза меньше игр, которые есть в данном издании. Я попытался очень коротко рассказать про свое издание. Если у вас будут какие-то вопросы, то я могу ответить, а если нет, то мы перейдем по сценарию, да, дальше. Хатти забудет и себя. Слово предоставляется доктору исторических наук, профессору Коми Республиканской академии государственной службы и управления, председателю общества изучения Коми края Анне Капитоновне Гагиевой. Или Бурытный? Бурлун, наверное. Кор Алексей Николаевич Тану и Андрей Бурасов, да? Потому что события шонды, кор локте краевические четверги, кор тачи локте, а нейшие то пучем мича не выклачес. Дорогие друзья, здравствуйте. От имени всех краеведов Республики Коми я вас поздравляю с таким прекрасным подарком на День науки, которую сделал нам Алексей Николаевич. Огромное ему спасибо всем, кто поддерживал его. Ну, конечно, Министерство по делам национальных, как мы без вас? Без вашей моральной, материальной поддержки не только это начинание не было бы вообще-то реализовано. Я хочу сказать, во-первых, что у нас нету чисто науки, да? У нас нет деления на академическую или вузовскую науку. Вот здесь сидит университет, здесь сидят у нас из Академии наук, у нас есть просто хорошая наука. И вот когда выходят вот такие работы, мы прекрасно понимаем, мы-то знаем с вами, что уровень Коми научного центра, Института языка, литературы и истории, ученых, которые там работают, и Цепанов, и все сотрудники, и Люда Лобанова, простите, я без отчества, и Силин, ну все, они все вносят в лепту, пусть незаметную, и не всегда их путь усыпан розами, очень часто он усыпан колючками, всегда это очень трудно, и в командировки поехать, и собраться, и так далее, и так далее. Поэтому огромное спасибо вообще Коми научному центру за то, что они подготовили вот такую работу. Есть чем гордиться и есть о чем говорить. Спасибо большое. Теперь я хочу сказать о вкладе и о роли этой книги в краеведческом движении. Краеведческое движение нашей республики Коми, кто не знает, оно ширится, оно развивается, благодаря не только энтузиастам, таких как Алексей Николаевич и правлению, но благодаря вот выходу таких книг. То есть жив фольклор, жив язык, живы люди, носители его, живы краеведы, которые хотят это делать, и это очень здорово. И последнее. Как гражданин республики Коми, как гражданин России, я считаю, что все правильно, что у нас идут такие книги. И хорошо, что есть год семьи, что мы об этом говорим, что мы об этом живем. Хорошо, что у нас есть вообще национальная библиотека. Низкий ей поклон. И да здравствуют все, и особенно Алексей Николаевич. Анна Капитоновна, вот, я не зря попросил Анну Капитоновну выступить как председатель общества изучения Коми края. Знаете почему? Вот, можно включить мою презентацию? Вот. Дело в том, что общество изучения Коми края было создано в 1922 году, 102 года назад. Вот, и краеведы в то время подключились к сбору фольклорных этнографических материалов. И их материалы не исчезли.
Они хранятся в Национальном музее Республики Коми, частично в Национальном архиве Республики Коми. Еще 2 слайда идет. Вот, еще. Вот здесь останется, да, правильно. Вот, и с этими материалами я познакомился впервые, еще будучи студентом. А когда начал изучать детские игры, готовить вот эту книжку, совершенно случайно в фонде Федора Васильевича Плесовского я нашел рукописный сборник Коми народных игр, составленный Екатериной Габовой и Екатериной Камбаловой. Вот. Сборник 25 года не был издан, вот, и этот рукописную тетрадь я нашел только 5 лет назад впервые. До этого это никому не было известно. Если бы 100 лет назад почти издали, даже отдельной брошюркой, наверное, это был бы очень большой вклад в развитие науки Коми-края. Ну, к сожалению, вот сборник очень долгое время находился в известности. Даже Юрий Герасимович Рочев не упомянул о существовании этого сборника. Вот. А таких материалов у краеведов 1920-30-х годов немало, около 50 текстов, они тоже вошли в вот этот сборник. Ну, раз мы коснулись вот этого рукописного сборника, я хочу слово предоставить тоже Камбаловой, но Людмиле Николаевне. Она была моим соавтором книги 2007 года. Вместе готовили эту книгу. В данный момент она работает в Национальной детской библиотеке имени Самуила Яковлевича Маршака. Вот, я знаю, что тираж маленькой книжки в библиотеку не попадет через рассылку. Вот, я ей дарю, ну, в библиотеке имеется в виду, да? Вот, и ей тоже предоставляю слово. Пожалуйста. Чоломала Алексей Николаевич Дона Петасен, тая сбылись миан зевучит кожим, коми йосли, да коми мулы сывеснамы, тая бурач тачем небогясис йитены мианес асвужеска, да миан польпоческа, кудяс бурач ворсесны вот тачем ворсемесен, и ми воде вермам тачем же небогяс пыр тотмавны мы какаштышны ас джулятырыш и вараже воде нуодны тая ворсемеса, да щетны асланым челяйле. Хочу сказать, что мы с Алексеем Николаевичем знакомы уже давно, и замечательно, что Алексей Николаевич не только теоретик, да, то есть он не только исследователь, он и практик. То есть все вот эти материалы, которые изданы, они всегда находят свою нишу в практике. И, по-моему, в начале 2000-х годов, да, благодаря, опять же, Министерству национальной политики, мы провели впервые ШЭК-турнир по Республике Коми. И у нас был в то время еще очень дорогой приз, это мобильный телефон. Вот. И главный, так скажем, игрок, который выиграл всех в республике, получил этот приз. И с тех пор именно вот игра ШЭК, которую мы взяли правила, да, и взяли основные правила этой игры, потому что их множество, усреднили, так скажем, и она сейчас знакома в республике, играют, да, в ШЭК, и видно, что она любима нашими детьми. Это здорово. И в нашей библиотеке мы тоже предлагаем нашим читателям прикоснуться к этой народной игре. Также, конечно, мы, когда проводим наши мероприятия в библиотеке с детьми и знакомим с традиционным фольклором Коми, мы обращаемся к изданиям Алексея Николаевича. Одна из программ у нас так и называется, как книжка «Чинки Кикольтагеч». И библиотекари не только рассказывают, во что играли бабушки и дедушки, но и вместе с детьми создают вот эту игру. Да, то, что можно поиграть в помещениях. Много игр у нас, конечно, уличных. Мы тоже, когда у нас есть возможность выходить вместе с детьми на площадке, мы проводим эти игры. И хочется пожелать, чтобы
После этой книжки действительно вышла еще одна книжка, уже практическая, которая разойдется по всем библиотекам. Это вызов Министерству национальной политики. Вот. А не только выборочно. Но мы, как методический центр, мы, конечно же, поделимся с нашими библиотеками, с детскими библиотеками, такими материалами, которые здесь собраны. Спасибо большое. Я начал уже рассказывать о том, что когда учился в Светлоградском государственном университете, тогда собирал материалы, записал собственный репертуар у своих сокурсников, у студентов чуть помладше курсами. Эти записи тоже вошли в этот сборник. И в настоящий момент эти материалы хранятся в Светлоградском государственном университете. Мы называем просто фольклорный архив Светлоградского государственного университета, но там есть еще подструктуру. И эти вот материалы тоже для меня ценны тем, что впервые я смог узнать о том, что вот коми-народные игры, они не просто в каком-то статичном состоянии находятся, они постоянно развиваются. Одно дело игры 19 века, начала 20 века, и совершенно другое игры детей 70-х, 80-х годов. Вот. Очень хорошо видно, даже на основе этого сборника, как игра меняется, название, правила и так далее. И я хочу предоставить слово Татьяне Степановне Каневой, кандидату филологических наук, доценту Светлоградского государственного университета имени Екатерины Сорокина. И тоже ей подарить этот сборник. Вот, я думаю, что она потом уже несколько слов после того, как ознакомится с сборником, тоже скажет потом уже. И сейчас Большое спасибо, Алексей Николаевич, за этот подарок. Я, во-первых, хочу поздравить Алексея Николаевича с выходом этой книги. Наверное, нет приятнее момента для ученого, для исследователя держать в руках твердую, толстую, красивую книгу, которую ты подготовил сам. И все мы знаем, каких трудов это стоит. И такое удовлетворение в виде книги – это действительно праздник. Поэтому поздравляю вас, Алексей Николаевич. Тем более речь идет об играх. Как собиратель и как составитель фольклорных сборников могу сказать, что игры едва ли не самая сложная для описания область. Потому что когда мы даже в экспедиции пытаемся выяснить, как играли в игру, вы догадываетесь, да, что мы получаем? Бежишь туда, поворачиваешь там, это кидаешь так, а вот это так подлавливаешь и так далее. И как этот рассказ превратить в описание, а тем более архивные материалы, которые получены, может быть, даже не специально в ходе записи игр, а попутно, это очень большой труд. И я уверена, что Алексею Николаевичу все удалось. И это очень действительно большой подарок, правильно сказала Тоновна, нам всем. Поэтому, во-вторых, я хочу поздравить нас всех с тем, что появилась эта книга. И мне бы от всей души хотелось пожелать, чтобы она жила не только в научных кабинетах, на научных полках, научной жизнью. Хотя вот Алексей Николаевич говорил, что она научная, и это создает ей особую оценку, высокую оценку, что она сделана по всем научным требованиям. Мы видим весь научный аппарат, указатели, все замечательно. Но в игры надо играть. Пусть эта книга будет поводом для развития игровой культуры. Игра – одна из самых архаичных, мы знаем, форм культуры человеческой. И пусть современные средства коммуникации не задавят эту замечательную область человеческой культуры. Я думаю, что книга эта должна сыграть свою роль в этом. И у учреждений культуры, у библиотек, у дошкольных, досуговых центров теперь есть возможность организовывать свои игротеки. Пусть играют дети, пусть играют взрослые, пусть играют дети со взрослыми, пусть играют семьи в этот год, семьи и все дальнейшие годы. И не надо бояться, если что-то будет непонятно. Пусть появляются новые игры и их варианты. Спасибо, Алексей Николаевич, Сыктывкарский университет
с радостью принимает книгу от своего выпускника. Спасибо, Анна Степановна. А сейчас, уважаемые гости, мы предлагаем вам посмотреть 2 небольших видеофрагмента, на которых мы увидим, с каким удовольствием и интересом играют в традиционные народные игры современные дети. Друзья, скажите, пожалуйста, есть ли еще желающие у нас сказать слово? Пожалуйста. Всем добрый день. Меня зовут Аскаева Ксения, представляю Союз Коми молодежи МИ. Не просто шла, летела на сегодняшнее мероприятие как на крыльях, потому что когда увидела, чему посвящено такое серьезное издание, настоящий фолиант научный, сердце преисполнилось радости, потому что сейчас для широкой общественности стал доступен очень большой пласт информации. И для нас, как преподавателей, представителей педагогического сообщества, да, представителей социально-культурных организаций, вот с открытием этой книги, да, с появлением ее, открылись новые горизонты. Да. Плюс еще, наверное, год семьи, объявленный, да, в 2024 году, сыграл свою усиливающую роль. И у нас в Союзе Коми молодежи сразу же консолидировались силы, да, то, к чему мы шли несколько лет, свершилось. И мы, наконец-то, вот, может быть, и Алексей Николаевич стал вдохновителем нашим таким катализатором, что ли, да, мы вот в таких, те, кто играют в шек, знают эти волшебные мешочки и этот звук, этот звук, потому что в этих мешочках с этим звуком живут сами косточки шек, да, такие традиционные и любимые и детьми, и взрослыми, да, одна из самых старинных форм игры. И у нас есть хорошая новость о том, что мы наконец-то реализовали свой проект «Шег из синтетических материалов». Да, то есть сегодня я вот хочу объявить о такой прекрасной новости, что мы в Союзе Коми молодежи можем по заказу для вас, для всех, кто играет и сохраняет драгоценную традицию нашу культурную, мы сможем отпечатать, отлить для вас заказ шек в любом количестве. Это точные анатомические копии оригинальных шек, но сделанные из полимерных материалов. Мы очень хотим, чтобы эти наборы шек стали подспорьем, да, дополнением к этой книге, чтобы в нашей игровой традиции, да, столь древней, столь интересной, сегодня, да, случился ренессанс, да, и те, кто раньше не мог приобрести натуральные косточки, да, где-то их найти в старых гырничах, на рочпачах где-то там высоко, или их заказать где-нибудь, да, пусть хоть синтетическая версия, но будет в школе, в библиотеке, там, где живут коми-дети, там, где коми-язык сохраняется и развивается. Да будет так. Алексей Николаевич, ура! Обращайтесь к Союзу Коми молодежи. Спасибо, Ксения. Спасибо в том числе за участие в наших библиотечных мероприятиях. Алексей Николаевич, вы еще хотели слово, да, сказать? Я еще мало выступал. Ксения удивила меня. Дело в том, что когда Людмила Николаевна уже начинала рассказывать, когда я был в Союзе Коми молодежи МИ, у нас был проект проведения республиканского шек-турнира. На основе народных игр мы подготовили свод правил и учили детей, молодежи коми народной игре «Овечьи лодыжки». Вот, у нас тогда была такая идея,
что мы сделаем эту игру олимпийским видом спорта. Помнишь, Людмила Николаевна, да? Вот, и тогда, вот, если будет олимпийским видом спорта, значит, все будут искать косточки, а значит, их не будет хватать, значит, будет развиваться сельское хозяйство, овцеводство и так далее. Мы будем обращаться в Башкортостан, Татарстан, там овцеводство еще сильно было развито. Вот, и тогда мы тоже думали о том, а может быть из дерева вот так смастерить или из какого-то другого материала. Оказывается, внедрили наши идеи. Это очень важно, да. Ну, конечно, звук косточек ничем не заменить никакой синтетикой, да. Вот, и уже после этого, как мы несколько лет подряд проводили шек-турниры, репетировали и так далее, еще и меня позвали проводить практический курс Коми народных игр для детей из школы мироразвития. И тогда в течение 2 недель я преподавал такой курс, учили с ними игры на улице, дома, в помещении, настольные, вот, и тогда уже подготовил брошюру специально для них, потом на основе этой брошюры издали книжку для воспитателей детских садов. Вот, к сожалению, не вижу Зою Васильевну Остапову, потому что мы с ней тоже долгое время работали вместе, да, но я вижу Галину Ивановну из Сыктывкарского педколледжа. Вот, вместе со студентами она пришла тоже послушать презентацию книги. Они готовят воспитателей в том числе, да? Вот, и эту книжку я хочу педколледжу подарить, чтобы они тоже этой книжкой пользовались. Я думаю, что нужная и важная книга, да? Мы уже с ней договорились о том, что я студентам, вот, но об этом она сама расскажет тогда. Нечего будет говорить. Буржит, Дуна Йортьяс, Атти Алексей Николаевич, мы да, мен книгас тоже подаритесь. Значит, добрый вечер, друзья. Мы со студентами специально узнали про эту презентацию, и я привела сюда студента 3-го курса педагогов доп. Образования. Они летом у нас выедут в летние лагеря. И я очень хочу, мы уже с Алексеем Николаевичем договорились, что после этой презентации он обязательно придет к нам в Национальный культурный центр нашего педколледжа и на занятия к нашим студентам. И мы проведем практические занятия, чтобы они в лагерях смогли провести вот такие коми-народные игры. Потому что, в принципе, коми-национальные игры у нас студенты физкультурного отделения изучают, проводят, спортивные. А вот такие игровые, я думаю, что для наших студентов будут очень полезны. И, конечно, такая книга – это хороший подарок для наших библиотек. Спасибо большое. Спасибо большое. Замечательно, что сегодня мы уже определили и практические способы, да, применения этой книги. Пожалуйста. Да. Я не собиралась, конечно, выступать. Голос у меня громкий, поэтому не буду подходить. Но решила, что Сыктывкарское музейное объединение никогда не может остаться в стороне, да? Тоже, нет, подарок тоже есть. Значит, ну, на правах, значит, представителя музейного объединения, краеведческого, как экскурсовод, и на правах родственников, да? То есть вот двоюродные братья. Мы очень им гордимся Алексеем Николаевичем. И у нас тоже выходят книги в районе. Все видели, да? Анастасия Сургуева. Она пишет и на каком языке, конечно, но выпустила. Поэтому мы тоже вам принесли подарок. Ваше дело. Я еще по-немецки? Да. Все расскажу. Что ж, спасибо за ваше выступление, за ваши комментарии. Еще раз поздравляем всех с Днем российской науки. В канун этого праздника, в канун дня рождения автора, разрешите вручить небольшой подарок от всех нас, от всех читателей. Алексей Николаевич, да? У Алексея Николаевича завтра день рождения, День российской науки. Поздравляем. Все он знает, да? Все он знает. Ну, раз
меня инициалы Расцехаева Алексей Николаевич совпадают с Российской Академией Наук. Еще и в один день я и родился, да. Вот. Так что, Зеуджидайте, спасибо большое за поздравления и вам за то, что пришли и разделили со мной вот такую радостную весть. Спасибо большое. Атти Зеуджидайте. Кто еще не успел подойти к нашей выставке, просим подойти, посмотреть издание Алексея Николаевича Расцехаева, его работы, публикации. Всем большое спасибо за внимание. Так, фотографии, пожалуйста, да, давайте сделаем общее фото еще на память. Всем спасибо большое за внимание и ждем на наших новых встречах.